digital абыржәы Facebook аҿы зарак аҭак ҟасҵоит, нас ахьышәҭҳәа сҭыҵуеит. Убас бзиара шәымаз ҳтелехәаԥшцәа. Дырҩегьых аԥсуа телехәаԥшраҿы зегь раасҭа згәеисуа адырраҭара, агәеисра. Асоциалтә бызкаҭаҳа, акомпиутертә хәмаррақәа, ателехәаԥшра, амобилтә тел уҳәа ҳаамҭаз зыда ҳхәарҭам маҭәахәқәоуп. Урҭ ҳаԥсҭазаара акыр идырманшәалоит, идырлахҿыхуеит. Аха зысҳәо убри азоуп, аҵарауаа иҟарҵаз аҭҵаарақәа рыла хыхь еиқәысыԥхьаӡаз зегьы ауаҩы дырхьыԥшны дҟанаҵоит, насгьы иԥсихика анырра анаҭоит. Еиҳарак ахәыҷқәа роуп ишәарҭоу рҳәоит, аха адуцәагьы арчмазаҩуеит, атехника мыцхәы рхы ианадырхәом. Нас мап рцәаҳкуама, абасҟак адырреи аинформациеи ҳазҭо, ҳзырманшәало амыругақәа. Ажәакала, иахьатәи ҳтема амедицина адагьы асоциалтә ԥсҭазаара иадҳәалоуп. Абри атема ҳалацәажәарц азыҳәаны ҳастудиахьы иааҳаԥхьеит асасцәа. Аҳақьым апсихиатр Гванца Мачавариани, ажәабатәи ашкол арҵаҩцәа Диана Шәԥҳаи, Манана Бадиаԥҳаи, аҩбатәи ашкол арҵаҩы Роза Дамирова Какалиа, амедицинатә ҵараиурҭа астудентцәа, иара убас ашкол хәыҷқәагьы алахуп иахьатәи ҳдырраҭара. Гванца, разрешите вас спросить, возможно ли утверждать, что средства массовой информации, в частности телевидение, интернет и так далее, влияют и имеют отношение к здоровью человека? Безусловно, потому что именно с помощью средств массовой информации человек получает больше каких-то сведений, новомодных, может быть, тенденций о здоровье, будь то о внешности, будь то о каких-то новых препаратах, лекарствах, о каких-то новых тенденциях. А человек существо такое, что он склонен следовать за тем, что популярно. И тут, конечно, большое значение имеет качество продукта, которое рекламируется или вообще, которое освещается по телевидению или интернету, неважно, в любых средствах массовой информации. А что вот больше вредно все-таки из всех перечисленных нами? Интернет, телевидение, мобильные телефоны? Тут я единственное хочу прервать и задать вопрос более узкий. Может ли эта вещь нанести вред? Все что угодно может человеку нанести вред, смотря как это использовать, смотря как использовать информацию, безусловно. Злоупотребление, будь то телевизором или какими-то передачами, просмотром передач, пользование интернетом, в частности, какие-то игры, интернет-игры, да, особенно. Официально это признано, есть такая номенклатура в международной классификации болезней, есть игромания, патологический геймблинг, это такой медицинский термин. Компьютерная зависимость, интернет-зависимость, это все официально признанные зависимости. Естественно, злоупотребление может нанести вред, безусловно, и немало причем. Ну, тогда я пойду дальше. Насколько это вредно? Вот, а к чему может это привести? Ну, любая зависимость, да, и патологический геймблинг, это все входит в спектр болезней зависимого поведения. То есть зависимое поведение, оно бывает химическим, ну, примерно, чтобы представлять, как это все происходит. Химически это наркомания, алкоголизм, и нехимически это игромания, это пиромания, страсть к поджогу, драмомания, бродяжничество. То есть это все болезни зависимого поведения. И, в принципе, костяк развития у болезни одинаковый. Но разница в том, что игромания, она развивается медленнее, чем другие болезни зависимого поведения, чем алкоголизм и наркомания. И социальные последствия, они приближены, но они не так заметны. И когда они попадают к врачам, а такие уже есть случаи, это уже, в принципе, достаточно запущенные случаи, потому что родственники просто не обращают внимания, что такая проблема существует. Гванца, вот вы говорите, такие случаи уже были, это у нас в Абхазии?
У нас в Абхазии родственники обращаются, но пациенты у них нет настороженности, они не считают, что у них есть проблема пока что, но я думаю, что это вопрос времени. А кто больше подвержен все-таки, взрослые, дети? Женщины, мужчины? Возрастная есть, безусловно, определенная зависимость. Все-таки это более молодые, более незрелые личности. И, как ни странно, чаще всего все-таки мужчины. Примерно соотношение 5:1. И, безусловно, есть еще и характерологические особенности, потому что люди, которые злоупотребляют интернетом, это чаще всего люди одинокие. Это люди не очень уверенные в себе. Люди, потому что игра, интернет, вот эта виртуальная реальность, виртуальная жизнь, она создает ощущение мнимого контроля над жизнью или над какими-то жизненными ситуациями. И еще есть один момент, не очень правильное воспитание в плане того, что идет переоценка ценностей, то есть материальные ценности ставятся на первое место, чувство зависти, желание жить хорошо, потому что в интернете все выкладывают исключительно фотографии или информацию, неважно, где они удачливые, где они счастливые, где они состоятельные, никто не показывает, что у него какие-то проблемы в жизни есть. И это создается впечатление, что ты не настолько удачлив, как люди, которые тебя окружают, хотя на самом деле это не так. Отсюда и проблемы с самооценкой. Скажите, пожалуйста, а бывали ли случаи, во всяком случае, в средствах массовой информации они освещались, когда люди совершают антисоциальные поступки, учитывая ту зависимость, которая у них есть, игроманию, либо какую-то другую? Антисоциальные, безусловно, да. Но антисоциальные не в таких масштабах, как люди, у которых химическая зависимость. Но тем не менее, вот у нас был случай, когда я в России работала, проходила практику, мальчик 13 лет, но внешне он выглядел на 8-9 лет, он отставал в физическом развитии, потому что несколько лет этот ребенок практически провел за компьютером. А до этого это был достаточно успешный ребенок, он хорошо учился, и много лет родители не замечали, потому что прошлое знание, это еще ему хватало получать неплохие оценки в школе, и не так было заметно. Но с годами он все больше и больше времени проводил за компьютером, физически он, естественно, ослаб, он не так развивался, да и психологически, и социальное развитие у него отставало. В один прекрасный момент, когда родители уже забили тревогу, решили как-то ограничить его общение в интернете, там игры компьютерные, и отключили ему интернет, забрали клавиатуру от компьютера. Они сняли просто на телефонное видео, какой скандал он устроил дома. Он побил посуду, он набросился на мать, он был абсолютно в невменяемом состоянии, то есть, естественно, это не синдром отмены, такой, как бывает у наркоманов или алкоголиков, но очень был приближен к этому состоянию. Спровоцировал агрессию. То есть спровоцировала действительно агрессию, такую достаточно ярко выраженную. Давайте прямо в продолжении темы, у нас же школьники сейчас в студии, мы можем у них спросить, вот сколько времени они проводят за компьютером и что вообще смотрят. С девушек начнем. Сколько тебе лет? Мне 12. Как тебя зовут? Сади. Ты учишься в школе, в каком классе? В 6. Что ты смотришь по телевизору и как часто ты смотришь телевизор? Иногда бывают разные детские мультики. Иногда смотрю какие-то... Люблю старинные детские фильмы. Телевизор смотрю не так уж много. Твой любимый фильм или анимационное кино? Мне нравится «Чучело». Угу. Это уже серьезное заявление. Скажи, пожалуйста, а ты умеешь пользоваться интернетом? Да. А у тебя есть телефон с интернетом? Есть. А ты часто в телефоне пользуешься интернетом? Нет. Я пользуюсь только после того, как сделаю уроки, и то недолго, потому что тоже мама с папой тоже не разрешают долго пользоваться. Скажи, пожалуйста, а вот в интернете что ты смотришь? Ты переписываешься с друзьями, товарищами или какие-то вещи интересные смотришь? Что там в интернете интересного? Я переписываюсь с друзьями. Тебе сколько лет? 11. А ты зарегистрирована в соцсетях?
была зарегистрирована во многих соцсетях, но постепенно начала удаляться из них. Почему? Ну, как-то начала много времени уходить и решила не посвящать им много времени. Это ты себя останавливаешь или все-таки родители ввели это ограничение времени? Ну, я сама решила. Все-таки ты пользуешься интернетом? Да. И какую информацию ты там добываешь обычно? Иногда, когда я не могу что-то сделать в уроках и не понимаю, можно смотрю в интернете эту информацию и получаю. У тебя есть друзья, товарищи, которые вот прям целыми днями сидят в интернете, переписываются, скачивают в телефонах и так далее? Есть такие? Нет, таких нет. Но среди друзей нет или вообще ты не знаешь таких людей? Ну, я не знаю таких людей. И в школе мы не вытаскиваем телефоны, потому что в школе не разрешается показывать вообще телефон, даже смотреть на время. И в школе ставим на беззвучный и не вытаскиваем телефоны. Айнар, ураза что хацле? Я. Оргяжи бы пешко царауцу. Орумума телефон, мобил телефон. А интернет амума. Мамо. Ямадзаму. И замом минуса интернет. Загирым обсара, ора, агиртуются загирым обора умодным шоухалоты. Уи сара схатагиш тахзам исмопи исмадзамха зигичхо и нуготаха саги уи исманаха истахзам. А телехопша вахопшова. Бзию бодера таракуарбанку схопшо. Сара сахопшита канал СТС уай цота фильмка хатико аваязгна та ёб фильмка Форсаж 6, Форсаж 5 убырт как срохопшо. Варабзию бо фрхат шохома. Вин Дизель. Гид вампирума, сарыс издырдым. Ахвара угана гарала, ожи жаю шуксу хыцует, уара ушукс шухвала угана гарала, а интернет и бзию и чигю. И бзеза. Избану сугуза ногой. Уара утачи, уара уэти малакшей, чажахо. И уархи утача. И бзезам ухши на ягота хет тыкюа курцудырхамам. Замечательные дети, очень сознательные, ну молодцы, правда, что так. Ну вот я думаю, они хотят понравиться телезрителям нам, или же это на самом деле правда? Ну, я все-таки верю в лучшее, я думаю, что это действительно так. Но, опять же, хотела сказать по поводу, в чем вред. Конечно, на самом деле интернет-ресурсы, они полны информации, и сейчас можно найти любую книгу, то, что раньше, да, в советские годы, они передавали друг другу, одной книжкой пользовался весь класс, но в этом тоже был интерес, это было социальное общение между собой, не просто прочитать книгу, но и обсудить, что они, какие-то свои переживания, что они интересного прочитали в этой книге, как отнеслись к прочитанному и так далее. На сегодняшний день ведь большинство ребят, они не книги ищут в интернете. И очень часто даже родители, я замечала, мои молодые подруги, у которых маленькие дети, если хотят, чтобы ребенок не мешал, дают ему в руки телефон или планшет маленькому, 2-летнему, 3-летнему ребенку, и он, значит, там что-то вот смотрит, играет и так далее. Почему это плохо? Яркие картинки, все такое цветное, все блестит, все, значит, переливается. Это формирует патологическую доминанту в головном мозге у ребенка. Ему это уже нравится, и вряд ли ему понравится книжка скучная, на которой на белом фоне черные буковки. Еще ведь нужно сознание мысли напрягать, чтобы это читать и как-то представлять себе. Теряется навык размышления, чтобы через свое сознание пропускать какой-то текст, какую-то информацию. Этот навык просто у ребенка не вырабатывается. Постепенно ему хочется все больше времени проводить в интернете, потому что все остальное уже не так интересно. Очень много ненужной, лишней информации, конечно же, в интернете, которая вообще вредна для детей, я считаю. Одна из моих пациенток молодых
к 13-14 годам несколько попыток самоубийства было. И причем такие необычные, изощренные. На вопрос, откуда ты узнала вообще, что вот так вот можно с собой покончить? На что он ответил, что вот ВКонтакте, например, не поймите за антирекламу, но тем не менее, там есть много групп или там каких-то форумов, группы. Группы самоубийц, которые там собираются и пишут, значит, кто как хочет с собой покончить, когда и каким образом это сделать, и по какой причине. Вот это вот культивируется. Культивируются какие-то не очень правильные, не очень здоровые, романтичные отношения между не очень по возрасту зрелыми детьми и так далее. То есть очень неправильно идет информация, много неправильной информации, совершенно лишней. Как сейчас? Ребенок пошел погулять на улицу, мама ему дает телефон, и она спокойно сидит дома, не переживает уже, где ее ребенок находится. Она лишний раз не выглянет в окно, не окликнет его, не позовет. Это тоже ведь общение. Очень много ребят, которые имеют виртуальных знакомых, виртуальных друзей. И якобы это очень близкие друзья. Ко всему прочему, конечно, человек, сидящий по ту сторону экрана, может быть вообще не тот, за кого себя выдает. Безусловно. И с этим тоже часто немало случаев, очень неприятных, криминальных, которые приводят к, безусловно, плачевным каким-то ситуациям. Сара сызҵаара убас иҟоуп ахәыҷқәа сыҽны ижәбоит, иара ҽаҩны ижәбоит, еиԥшым. Абри шәара шәгәаҭарақәа шԥаҟоу? Шәара ишәызгәаҭома ҳәап аинтернет, ма телехәаԥшра мыцхәы зҽадызцало ахәыҷқәа, егьыс ашәҟәы иаԥхьо ахәыҷқәа урҭ злеиҩ шәдыраауагьы убас шәара шәгәаҭарақәа ҳзеиҭашәҳәар сҭахым. Иҭабуп, Анна, иҭабуп Баҭал аԥхьарахь ҳашәҭаз, иахьа шәара иқәшәыргылаз азҵаара сара сгәаанагалара рҵаҩык иаҳасабала, ныкла ҳасабала, даара актуалра зҵоу азҵаарақәоуп. Ари ҳара иахьа анасҳара жәабатәи ашкол аҟынтәи ҳааит, ҳхәыҷқәа аинтернет иҭамлааит, мамзаргьы арҭ рҩызцәа иҟоу асеҭқәа ирҭамлааит ҳҳәан, ҳаҟәыҵуеит ҳәангьы уҩыза азҵаара ҳзықәыргылаӡом. Иахьа уи иара аамҭоуп, ахәыҷқәа раамҭоуп ҳәан изҵаара никәыргыларауеит. Аха ишԥазнеитәу уи? Ҳара ҳашкол аҿы сентиабр акы инаркны убри ҩыза аԥҟара шьҭаҳхит ахәыҷқәа, абра дара ахәыҷқәагьы итоугьы ирҳәеит имӡаӡакәа аифонқәа, аипад, смартфонқәа убарҭ ашколахь инарымгартәыз. Ирарҳәеит, азин раҳҭеит, нас абарҭ иаҳа маҷк иаҳа зыхәмарио, абри афонарик ҳәа изышьҭоу, уабыҟоу ухәыҷы данылбаауа, даныҩнала, избанзар ашколахьгьы уи аҟара аҭаацәа аҩналарагь нас аԥҟарақәа иҳамоу нас. Аха сара сгәаанагарала иахьа ахәыҷқәа ари дара ирымазароуп, ганкахьала ирымазароуп. Избанзар ирацәоуп ироуа уантәи аинформациа, аха аиҵбыратәи аклассқәа рҟны убри уи аҟара ахархәара рыднамгалар иаҳа еиӷьуп ҳәа сгәы иаанагоит. Избанзар арҭ рпрограмма иаҳа изламариоу ала дареи ҳареи еиҳҵо ҳус ҳазлацәажәақәо, ҳареи ҳамоу ҳапрограмма иақәшәо ицоит. Малана, шәара иацышәҵарц исҭахыз заҟа шықәсаҵои ашколаҿы ус ужәуеижьҭеи? Сара ашколаҿы ус зуеижьҭеи ҵуеит зеиԥш шықәса. Усҟан аинтернет аныҟамызгьы, амобилтә еимадара аныҟамызгьы шәахаануп акомпиутерқәа аныҟамызгьы. Аибашьра неилган нахыс ус зуеит. Еиҿшәырԥшуазар убасҟантәи абиԥари, уажәтәи абиԥари? Аамҭа иаҳа ԥхьаҟа ицац, ԥхьаӡа атехникагьы ԥхьаҟа ицоит, уи мап ацәаҳкра усгьы иҟалаӡом, аамҭа ҳацныҟәозароуп, ҳхәыҷқәагьы уи аамҭа иқәланы иацныҟәоит азыҳәаны, ҳара зынӡаск уи мап ҳзацәкӡом. Избанзар уи нас телефон аҟынтәи ироуагьы информациа даара ирацәоуп, уи иахьрыхәогьы ыҟоуп, иахьырмыхәақәагьы рацәоуп, аха иахьрыхәақәагьы ыҟоуп. Сара исҳәарц исҭаху убриоуп, абри ателефон иаҳа иаҳԥырхагоуп ҳәа изысыԥхьаӡо, аҭаацәеи ахәыҷқәеи реиҿцәажәара, аицәажәара маҷхеит. Ахәыҷқәа аҭаацәеи аицәажәара рымаӡам. Уажә ахәыҷы дысԥырхагоуп ҳәа телефон наиркны днартәаны, саргьы стелефон уа сҭоуп, ахәыҷы дысԥырхагамындаз ҳәа.
Уи сара ирԥырхагоуп ҳәа изазыԥхьаӡоит. Насгьы даҽакала ҳахәаԥшуазаргьы ари анкьашәқәа ҳзыԥхьоз, арҵага шәҟәқәа иҳамаз уи зынӡасгьы ҳаԥхьаӡом. Иара нас ҳара ҳхәыҷқәагьы аиҳабыратәи классқәа рҿы иныҟаз зегьы изуажә сара иӡбыратәи аҿы ус зуеит, аха ҳаргьы иҳамоуп ахәыҷқәа, аҭынхацәа. Школ аҿы темак рырымҭеи, иаразнак ауаҩ ашәҟәы зегьы иаԥхьаӡом. Ана интернет инҭаланы хәыҷык цыԥҵәахақәак ааԥшааны, инаԥхьаны, убри инықәныҟәаны еиҭарҳәоит ҳәа усоуп. Дара ахәыҷқәа ус рхы иадырхәоит. Сара ус сгәы иаанагоит, убри ахы инакны аҵыхәанӡа ҳара ҳанааԥхьоз ахәыҷқәа иаԥхьар, агхақәа ахьыҟарҵо аҩрҟынгьы рхы ишахәо, иҵегьы ржәа ршарҭбаауа, уажәтәи ҳхәыҷқәа ржәа рҭбааӡам. Насгьы ҳара ҳҳәоит, аԥсшәа рцәуадаҩуп, аԥсшәа рцәуадаҩуп. Аԥсшәа рцәуадаҩӡар ахәыҷқәа ԥсышәала ҳрацәажәаӡом. Зегьы интернет аҟынтә иҭаҳгалар ҳҭахуп, ашәҟәқәа аԥсуа шәҟәқәа ҳрыԥхьаӡом, аԥсуа театр ахь иныҟәогьы ҳнеиӡом, џьара ԥсышәала гыларакгьы иныҟәо, ахәыҷқәа ҳареи ҳхала ҳархәӡом. Есть ли среди ваших учеников, вы, кстати, преподаете уже в старшем классе, да, вот у которых есть кумиры, скажем, какие-то герои из фильмов? В старших классах мы наблюдаем детей, которые, конечно, проводят очень много времени у телевизора, как и у интернета, потому что если же былые времена было несколько каналов, сейчас масса каналов и очень много молодежных каналов. У девочек можно наблюдать, конечно же, в большей степени они интересуются именно модой. У них кумир – это мода, вот то, что мы наблюдаем. У ребят кумир – это машина. И передачи именно об автомобилях. Приходилось ли вам наблюдать, как изменяется поведение детей, вот, у которых слишком много времени проходит возле экранов телевизоров, либо интернета? Безусловно. Очень низкая успеваемость у учащихся, которые проводят более 4 часов у интернета, либо у телевизора. 2 часа, дети, проводящие 2 часа у телевизора, у них высокий потенциал успеваемости. Они смотрят те передачи, которые развивают мышление. Мы же знаем, что если ребенок читает, одна картинка интернета или же по телевизору заменяет 1000 слов. Если же читаются произведения, естественно, развитие мышления, развитие речи, развитие языка намного выше. Даже пускай он сидит у интернета, если же он читает, а ведь мы знаем, что в интернете очень много и произведений, и анализ произведений. Я преподаю русский язык и литературу, желательно, конечно, и чтобы родители проследили за тем, что в интернете они читают, смотрят. Поведение детей меняется даже на уроках, ведь мы запрещаем, да, пользоваться планшетами, интернетом и телефонами. Тем не менее, если же ребенок сидит за последней партой, не всегда можно уследить, смотрит он в интернет или нет. Существуют ли какие-то способы профилактировать то, чтобы ребенок как можно меньше, либо в случае только необходимости, имел контакт с интернетом, либо избыточный контакт с телевизором? И какие существуют способы выявления этого для того, чтобы родители своевременно могли отреагировать, то есть, грубо говоря, когда надо бить тревогу? Способы профилактики. Ну, во-первых, ребенок ведь повторяет за родителями. То есть чаще всего такое поведение формируется в тех семьях, где родители тоже много пользуются интернетом. И просто не обращают внимания на то, что ребенок вдруг тоже вот столько времени, неадекватно много времени проводит в социальных сетях. Тут я совершенно с вами согласен. На самом деле проблема не только в детях.
но и во взрослых. Мы сами стали больше проводить время за телевизором, за интернетом, и физически коммуницировать стали между собой гораздо реже. Поэтому, я думаю, не только дети. Да, тут и проблема и среди взрослых, на самом деле, очень остро стоит. Ведь снижается уровень социальной адаптивности. Эти люди потом, они должны выходить в общество, в социум, они должны как-то взаимодействовать, они должны работать, они должны налаживать отношения с начальством, с сотрудниками, с подчиненными. А у человека с детства нет навыка общения только через интернет. Ему просто сложно будет это делать. Плюс он получает какие-то шаблоны в поведении, насколько я понимаю. Он ими продолжает пользоваться в жизни реально. Безусловно. Получается, мы все время говорим о минусах. Неужели нет плюсов? И как-то так себя ограничить, чтобы мы брали только то, что для нас полезно? Опять же, пока ребенок маленький, родители вполне в силах ограничить его время пребывания в интернете. Естественно, отследить те сайты, которые он посещает, и ту информацию, которую он оттуда извлекает. И все это должно быть, я не говорю под строгим контролем родителей, но это должно быть в игровой форме. То есть нашли нужную информацию, давайте теперь постараемся эту информацию как-то применить в жизнь. Во всяком случае, в том числе для наших телезрителей, хотелось бы сказать, что существуют различные способы. Одни из основных, первое, это ограничение временем, то есть доступа ребенка к той или иной информации в интернете или по телевидению. Второе, что касается интернета, существуют специальные фильтры, то есть специальные программы, которые ограничивают доступ ребенка на те или иные интернет-ресурсы, которые к его просмотру запрещены. То есть родитель сам может выбрать те ресурсы, те контакты, либо те сайты, которые его ребенок может посещать, сам это ограничить, выбрать. Единственное, да, это стоит каких-то, может быть, не очень больших денег, но тем не менее в этом плане обезопасить ребенка совершенно можно, и я думаю, это надо делать обязательно. Но если, коль мы говорим о детях, то тут вся ответственность лежит, конечно, на взрослых, на родителей, у которых, может быть, не хватает времени на своих детей, на общение, на какие-то, может быть, совместные игры, чтобы ребенка развлечь, предложить ему альтернативу. Потому что мы просто, получается, мы заняты, мы с друзьями, мы общаемся или мы заняты собой, а мы, чтобы наш ребенок нам не мешал, получается, мы ему даем в руки интернет или мобильный телефон, развлекайся сам. А потом, когда уже видим результаты вот такого отношения, потом уже бьем тревогу. Понимаете, это такая новомодная, скажем так, проблема, она буквально возникла совсем недавно, она не так остро стоит, и люди просто еще не сталкивались с этим в каких-то больших масштабах. Или считают, что это не так страшно. Но, Гванта, скажите, как специалист, это насколько страшно? Я не могу сказать, что последствия какие-то катастрофальные, но, слава богу, не так много людей просто подвержены этой проблеме, это раз. Во-вторых, все-таки на сегодняшний день, на каких-то начальных этапах можно это держать под контролем. То, что мы себя ужасно чувствуем без телефона, это без телефона, это зависимость. Вопрос заключается в том, что у ребенка формируется определенный тип поведения, когда он смотрит, когда он копирует. Какие могут быть проблемы, связанные с этим? В частности, когда ребенок слишком много времени проводит, избыточно много времени проводит у экрана телевизора либо компьютера, он остается один на один с тем ресурсом, которым он пользуется. Это может быть какая-то неблагоприятная, нехорошая информация. Это первый риск, как мне кажется. Второе, ребенок перестает физически коммуницировать со своими сверстниками. У него могут возникнуть проблемы с общением, с контактом, с друзьями. То есть, в частности, хочу предупредить
и предостеречь родителей, что если такое поведение вы заметили, что почему-то вдруг ни с того ни с сего ребенок плохо контактирует со своими сверстниками, у него почему-то нету друзей, он становится агрессивным, он становится плаксивым, у него как-то меняется поведение, либо какие-то признаки этого существуют, обязательно надо в первую очередь обратить внимание на то, какое количество времени он проводит возле экрана, что он смотрит. Мы незаслуженно обошли внимание наших коллег-телевизионщиков. То есть я действительно считаю, что очень важным способом воздействия на человека, в частности и с повреждающей точки зрения на психику, на поведение человека, является телевидение. На самом деле это самый массовый способ доставки информации. И все зависит от того, в какой дозе и как подается эта информация. Да. Согласны ли вы с тем, что существуют действительно способы влияния на массовое поведение, в том числе человека, воздействие на психику через именно телевизионный экран? Речью и общением, да, но это не то, что какие-то там биотоки или гипноз или еще что-то через телевизионный экран, такого нет. Никто не исключал нейролингвистическое программирование. Нейролингвистическое программирование тоже, знаете, я как клиницист и биолог не сильно в это верю. Опять же, этому подвержены не все люди, этому подвержены исключительно внушаемые люди, не очень высоким интеллектом и так далее и тому подобное. Информация, которая подается, да, будь то агрессивная или в любом случае СМИ всегда с какой-то одной стороны рассматривают те или иные события. Редко, когда это достаточно объективная информация, честно говоря. Всегда это подается с какой-то определенной с целью, чтобы так или иначе создать то или иное впечатление у людей. И чаще всего так оно и происходит. Если позволишь, я этот булыжник медленно перенесу в огород Анны. Я с удовольствием принимаю этот булыжник. Анна, скажи, пожалуйста, а как ты думаешь, насколько важно имеет значение ответственность тех людей, которые, собственно говоря, формируют это мнение, то есть тех же телевизионных работников или работников средств массовой информации? Ну, я вообще считаю, если ты спрашиваешь личное мое мнение, что телевидение менее зло, чем интернет. Это что касается воздействия на психику человека и на здоровье человека. Никто не говорит, что телевидение зло или интернет зло. А что касается телевидения использовать для формирования какого-то мнения, для влияния на массы, да, здесь телевидение выполняет инструмент, да, более как информационный ресурс, более воздейственный, если так можно сказать. Вот. Конечно, все зависит от того, кто стоит за телевизионным продуктом. Если на самом деле там люди, которые понимают и умело делают свое дело, я думаю, что можно привить все, что угодно телезрителю. Скажи, пожалуйста, считаешь ли ты правильным в штате, допустим, государственной телерадиокомпании или телерадиовещательной компании иметь в штате сотрудников, предположим, психолога, специалиста по этим делам? Смотри, если это как АГТРК сегодняшняя, который не имеет коммерческого интереса, но если бы у нас АГТРК вещала бы 24 часа в сутки, мы осваивали бы весь объем эфира, то я считаю, что консультации психолога нам были бы очень даже полезны. Ну, в плане вещания или в плане самих сотрудников? Нет, я имею в виду в плане формирования телевизионной продукции. Сотрудники у нас, и может быть, ты что-то заметил, но мы в себя верим, в свою здоровую психику. Хотя, ты знаешь, ты дал мне пищу для разговора в том плане, что учитывая в той ситуации, в которой мы работаем, то психолог нам был бы, кстати, даже сотрудником АГТРК. Я просто хочу сказать, что у каждой профессии существуют профессиональные заболевания и профессиональные вредности. Анна. Ну, я бы не сказала, не знаю, какие у тебя есть для этого причины, но со стороны виднее, что мне сказать, я не знаю, я принимаю твой булыжник в свой огород.
сожалению, если болезни суждено развиться, то оно все-таки свое возьмет рано или поздно. То есть там не просто неправильное поведение и злоупотребление интернетом приводит к интернет-зависимости конкретно. Ведь многие пьют на празднике алкоголь, но не все алкоголики, правильно? То есть то же самое, такая же ситуация здесь. Первоочередно это человеческий субстрат, что необходимо именно личностное общение с членами семьи, с друзьями, неважно, как бы далеко они находились. Можно всегда найти полчаса, чтобы увидеться непосредственно, а не там позвонить по телефону или попереписываться в интернете. На свадьбе было тихо, в помещении был Wi-Fi. Такой анекдот. Действительно, слава богу, на абхазских свадьбах пока такой проблемы нет. Спасибо. У нас сегодня была не совсем чистая медицинская тема. Насколько нам удалось раскрыть эту тему и насколько наша сегодняшняя передача будет полезна телезрителям? Во всяком случае, Анна, как мне кажется, мы смогли проговорить некоторые очень важные вещи, может быть, даже самые важные, о том, что чрезмерное влияние средств массовой информации, чрезмерное влияние на психику ребенка, в частности, того, что он очень много времени проводит у экрана телевизора, либо у экрана компьютера, действительно влияет и действительно составляет риск. Что бы хотелось в этом плане всем пожелать? Если у вас есть возможность, изыщите ее, пожалуйста, обязательно. Когда вспомните, когда видите, что ваш ребенок слишком долго сидит у телевизора, либо вы сами, поймайте себя на мысли. Просто выключите телевизор, поговорите, поиграйте с ребенком, либо пообщайтесь друг с другом. Абрио пехала телехопшча, шара шахопшу напсу телехопшча, зиграса с гуису адаратара агуисра, табуб адаратара ялаху зиги, табуб гванца. Табуб. Абьер.